Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что для вас начнется с понедельника? Что судьба вам приготовила? Какие перемены, события, встречи, люди, обстоятельства? Что ждет вас с понедельника? Что начнется с понедельника в вашей жизни? Загадайте на себя, задайте вопрос, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас важную информацию. Ох, жираф. А жираф-то рядом, шея длинная, но уже близко. Знаете, очень похоже, что с понедельника начнет меняться ситуация в каком-то очень-очень бесконечно долгом вопросе. Ну, либо в какой-то бесконечно долгой ситуации. Эта ситуация связана с четверкой и рыбой. Ну, четверка — это отношения, семья, дом. Также, возможно, родственники у кого-то, жилье, в принципе, да, вот как объект недвижимости. И рыба, опять же, деньги, либо чувства. Видите, жираф уже на линии судьбы. У него очень длинная не только шея, но и передние эти ноги, да. У жирафов ноги, не лапы, да, ноги очень длинные. И вы этого жирафа буквально за эти длинные ноги вытащили на линию судьбы. Вы постарались, вы это сделали, вы этого добились. Что-то важное начнет решаться. Как сдвинется с мертвой точки, срок ожидания подходит к концу. Это не значит, что в понедельник все решится, и даже, возможно, и не в пятницу. Это значит, что процесс набирает обороты, что раньше был застой, раньше как будто бы точка такая огромная, жирная точка стояла. А вы эту точку вытянули, да, жирафа за лапы вытянули и поставили на линию судьбы. Вопрос начинает решаться. Как быстро он решится, я не могу сказать. Но здесь ключевое, что это пользу принесет вашему дому, вашей семье, вашей паре. Опять же, у кого-то личная жизнь, да, вопрос решится в личной жизни. Ну и с финансами тоже что-то начнет решаться. Для вас это событие, это как, я не знаю, гору перейти, да, либо море переплыть. Очень много было потрачено ресурсов, времени, нервов. Вы там и психовали, и хотели все забросить, и хотели там вообще развернуться и уйти. Но продолжали тянуть этого жирафа за лапы и вытянули на линию судьбы. Ждите хороших новостей, ждите того, что надежда обретает форму. А дальше будет результат. Вы это сделали, какое-то мертвое дело, вы вытащили, да, и оживили, и вытащили. Вот так мне идет. Очень сильно аж мурашки пошли. Слава Богу, что все это случилось, и пусть поскорее все закончится и принесет вам все то, что вы ждали, на что загадывали. А мне вот почему-то кажется, что вы загадывали на малое, либо ждали малого, а обретете великое. Вот прям невозможно соразмерить, да, слова подобрать с тем, что вы ждали, и с тем, что вы по итогу получите. То есть вы до конца сами не представляете, чем это может для вас закончиться. И даже если я вам сейчас скажу, вы, скорее всего, скажете, ну не точно, нет, ты ошибаешься. Но по картинке, да, огромная четверка, рыба, ну это что-то великое. Что-то такое прекрасное, доброе к вам и очень благотворно влияющее на вас и на вашу дальнейшую жизнь и судьбу. Вот, это важно. Еще, мои хорошие, ваше имя будет звучать прям громко-громко на каких-то разных уровнях. Ваше имя звучит, его называют имя, фамилию, называют в каких-то спорах, в каких-то разговорах, в каких-то договоренностях. Везде упоминается ваше имя. Много людей, разные люди, там и мужчины, и женщины, и постарше, и помладше, и при должности высокой, и должность поскромнее. Ну, я так понимаю, там начальник, секретарь, да, вот как-то так, если сравнивать.
говорят, называют ваше имя. Вам может икаться. Вот честно, да, на протяжении там нескольких дней, начиная с понедельника, неожиданно будет икота идти. Да, ни с того ни с сего раз и икнулась, раз и икаете там несколько минут, никак не можете успокоиться. Потому что, да, ваше имя будет называться. И я еще такой момент вижу здесь. Имя называется не с бранной целью, да, то есть вас не ругают, а наоборот, как будто бы говорят, вот смотрите на этого человека, вот смотрите на эту женщину, либо мужчину, да, вот смотрите, вот там список послужного, либо чего человек добился, либо на что человек способен, либо чего человек достоин, понимаете, вот в таком ключе. Ну, мне прям нравится то, что я вижу, еще раз тут будут говорить о вас, и будут именно незнакомые вам люди, да, абсолютно незнакомые. Они не знают вас, никогда не видели. Вы не знаете их, никогда не видели. Но они будут ваше имя постоянно упоминать. Вы поняли, что происходит? У меня палочка вот так вот вертикально упала. Ну, решается вопрос, да, решается. Причем, что, вертикально, да, в победу идете. Это будет ваша победа. Тьфу-тьфу-тьфу, еще раз. Вот энергия такая просто сумасшедшая идет. Что-то будет такое, как, знаете, разрыв всего и сразу. И я вам скажу, да, на фейерверки похоже, праздничные фейерверки. Может быть, не в сам понедельник, там, и опять же, не в пятницу. Но это приведет к чему-то глобальному, хорошему для вас, для вашей жизни и дальнейшей судьбы. Это все как-то взаимосвязано. Этот жираф и то, что про вас будут говорить на разных уровнях, это все взаимосвязано. Так, еще ангела вашего показывают. Ангел предупреждает, вот так руками делает, куда-то вас не пускает. И там прям конкретно будут не пускать. Почему не пускают туда, где вам знак меньше идет, да? Куда не надо идти, где ничего хорошего не случится, где вас могут обидеть, где могут вас чего-то там лишить, обделить. Может быть, это не какая-то конкретная там злая, страшная ситуация, но вот ситуация, где может произойти какая-то обида очень серьезная. То есть вас поставят в неудобное положение, к вам как-то пренебрежительно могут относиться. Либо ну вот начнут там, не знаю, наезжать на вас, да, и ангел прям не пускает, вот так вот ручки сделал, и все. Когда вы понимаете, что вас останавливают, значит, не нужно упорствовать. Как вас могут останавливать? Проспали, забыли, не успели на транспорт, забыли там, не знаю, ключ, телефон, да, приходится возвращаться. Перепутали маршрут, да, вас останавливают, поэтому лучше прислушаться. И через сны вас тоже могут останавливать. Вам могут сниться сны, которые вот прям что-то такое плохое показывают, и вы просыпаетесь, и у вас так осадочек, и вы думаете, о, что-то будет, да, что-то намечается. Хотя, если мы возьмем вот по классике, сны, которые приходят с воскресенья на понедельник, они всегда считаются пустыми. Да? Дни, когда сны пустые, с воскресенья на понедельник, они никогда не бывают ни вещими, ни какими-то предсказывающими, не раскрывающими. Пустые сны, да? Снится может что угодно. Но именно для вас, вот кто на этой цыпочке, во снах вас могут тоже останавливать. Это не предупреждение, это остановка. Вот как человек реагирует. Мне что-то плохое приснилось, а вдруг случится, да, а вдруг я там где-то пострадаю, значит, я лучше дома посижу, никуда не пойду, либо там не буду куда-то лезть. Вот ангел пытается вас уберечь. И мне вот что-то подсказывает, что у него получится. У вас сильная связь с вашим ангелом, может, с первого раза не поймете, но со второго, с третьего точно поймете. Дальше. Телефонная трубка показана очень большая, и она как будто бы вас засасывает в себя. Но у кого-то отыграется много разговоров по телефону, либо с разными людьми, либо с каким-то конкретным человеком. И эти разговоры, они прям вас поглощают. Да? Вы очень много времени будете тратить на эти разговоры. А может, разговоры на самом деле интересные. У кого-то еще может быть онлайн-обучение, ну вот по этому Zoom, либо там каким-то другим видеосвязи, там, конференциям. И вы, наверное, будете использовать телефон. Вот. Прям много времени проведете. С левой стороны неожиданно для себя, да, проведете очень много времени с телефоном, в телефоне, на связи телефонной. Ну, вот как-то так идет, да. И еще с правой стороны молния ударяет. Видите, вот он, разряд молнии.
Молния – это знак какого-то супер неожиданного события, когда просто из ниоткуда, да, вот этот разряд электрической энергии. Немножко напугаетесь, но сразу говорю, бояться нечего. Эта молния, она что-то озарит, подсветит, либо ударит в какое-то место, например, которое вы упускаете из виду. Вот что-то полезное, что-то нужное. Вот займись этим, да, посмотри на это. Либо место, которое может нести в себе какие-то будущие перспективы и возможности. Вот как говорят, озарение, а у вас это как удар молнии. И еще вдруг у кого-то из вас отыграется, что будет такая погода, и ударит молния. Молния для вас это знак. То, о чем вы будете думать в тот момент, вот молния зафиксирует, да, знак, что вы думаете правильно, либо вам нужно это делать, нужно этим заниматься, либо сбудется так, как задумано, да, молния вам это подтвердит. Ну, вдруг у кого-то ударит молния, да. Еще бубновая масть показана, и она у вас с левой стороны. Бубна у нас всегда денежная масть, либо это какие-то удачные дела с документами, с бумагами, оформление каких-то бумаг с левой стороны. То есть, возможно, вы не ждете там ни дохода, ни прибыли, возможно, вы не ждете, что какие-то документы будут готовы, либо вам кто-то выдаст какие-то документы, но придет информация, либо придет денежка, там денежный перевод может прийти. Сама по себе масть небольшая, но она ближе вот к линии судьбы, вот она. То есть это хороший знак, да, судьба – это ваша жизнь, это то, что вам вот именно сама судьба дает, да, помогает вам это получить, достичь. Еще показывают женщину, которая мужчину учит, но учит, как будто бы палкой его бьет, ну, как прутик какой-то, да, лоза. В старину называлась розги, по-моему, да, били розгами. Вот и вы этого мужчину этой палочкой, значит, тут почем зря воспитываете. И вы знаете, мужчина вообще не обидится. Наоборот, здесь наоборот, мужчина прям уверует, что вы неравнодушны к нему, что вы о нем переживаете, заботитесь. Знаете, как говорят, бьет, значит любит. Так и подумает. Поэтому, смотря кого, конечно, вы будете воспитывать, ну, если ребенка, то понятно, если мужа, то понятно, а если какого-то коллегу будете распекать, либо соседа, то может подумать не то, что на самом деле происходит. Вот. Вы как в каких-то поучительных целях это делаете, воспитательных, а человек прям такой, блин, она меня любит, да? Какие-то такие мысли и эмоции. Мужчина, если вдруг какая-то женщина начнет вас воспитывать и распекать, и это не близкая вам женщина, то, пожалуйста, без иллюзий. Она действительно хочет вас воспитать, либо перевоспитать. Да? Это именно процесс воспитания, но никак не признание в любви. Так что иллюзий не надо. Еще показывают странный какой-то забор, да, какая-то изгородь. И там только одно название. Там практически и нету этих фракций, секций нету. Просто вот дыры. Ходи туда-обратно, хоть табуном ходи. Удивительный какой-то забор. И я так понимаю, что это забор, который вот является вашими границами. Что-то нужно вам пересмотреть, да? Либо возьмитесь за ремонт, восстановите свои личные границы, потому что все ходят туда-сюда обратно, и уже никто не считается ни с вами, ни с вашими интересами, особенно люди, которые в вашем ближайшем круге. Это ваши родственники, это родные люди, это друзья, приятели, коллеги, да? Вот прям табунами туда-сюда ходят, и это ни к чему хорошему не приведет. Восстановите свои границы, вам это нужно, вам это необходимо. И пусть, да, все соблюдают ваши границы, так же, как и вы соблюдаете границы других людей. А то на голову сядут, а потом еще попробуй согнать этих людей. Еще сердечко показано, но сердечко перевернуто. Здесь некий человек скрывает свои чувства. И человек, наоборот, даже, знаете, чтобы его не раскусили, может проявить холодность. Да? То есть у него там сердце от любви разрывается, а он смотрит на вас, холодом обдает, прям льдом, да, кидается в вашу сторону. Кто будет прям очень явно проявлять холод к вам, либо какие-то холодные слова такие, прям, как знаете, этот лед.
как иней. Вот именно этот человек и скрывает свои настоящие чувства. У него к вам любовь, либо у нее к вам любовь. Но человек боится, что вы узнаете, либо кто-то другой узнает, и поэтому прикидывается максимально холодным, и даже вот на показ это все делает, да? Что ты ж там, смотри, не подумай, что я тебя люблю. Нет, я не люблю тебя. Я сейчас тебя ледышками закидаю, да, снежками закидаю. Вот как-то так себя будет вести. Очень странно будет себя вести, потому что у вас вроде и неплохие отношения, а тут на тебе человек ни с того ни с сего прям сквозь зубы говорит, да? Вас это может немножко обеспокоить. Но не беспокойтесь, это так человек любовь прячет. Поверьте, придет время, все раскроется. Дальше показано, что вы как будто бы какие-то ножи длинные точите. Какой-то у вас станок, и вы, значит, там натачиваете эти ножи, мечи, что холодное оружие, назовем это так. Но зря вы это делаете, вам это не понадобится. Может, вы готовитесь к какому-то выяснению отношений, вы готовитесь к какому-то спору, вы готовитесь отстаивать себя, свои интересы. Но у вас встреча будет не с противником, а с каким-то очень милым, добродушным песиком. Прям, собачка, да, такая добродушная, милая, там лапку вам подает. То есть вы-то думаете, что человек нападет, а он, наоборот, вас там, не знаю, оближет, да, будет ласкаться к вам. Зря себя накручиваете на какой-то негатив, плохого не будет. Точно не будет. Так, еще. Здесь некую женщину просто вот выгнула в разные стороны. Она как будто бы это трансформер какой-то, да? У нее там руки ушли назад, ноги вперед. И сама она вот-вот и пополам сложится. Возможно, некая женщина с понедельника начнет жаловаться на проблемы по здоровью. В частности, она будет говорить, что вот у меня там травма, у меня болят руки, ноги, спина, хвост отваливается. Какие-то такие вещи, да, жалобы. Вроде она жалуется, ничего от вас не требует. Кроме, наверное, сочувствия. А с другой стороны, для вас это прям звоночек. И этот звоночек говорит о том, что эта женщина за вашей спиной какими-то гадостными вещами занимается. Если вы долго думали, искали человека, который распространяет сплетни, оговаривает, который гадости всякие из-под тишка делает, это она. Это именно она. И тут еще так показано, да, что именно конкретно вам она будет жаловаться на свое тело, там, суставы, кости, вот на здоровье, да, будет жаловаться. Это именно она. Кстати, с левой стороны это может быть даже женщина, на которую вы никогда не думали, либо думали, что она там прям божий одуванчик, да. И вот такой неожиданный поворот. Внешне она, конечно, милая, симпатичная, добрая, а изнанка у нее гнилая. Просто гнилее не придумаешь. Еще другу либо подруге будете помогать, давать советы, но будьте готовы к тому, что ваш друг либо подруга на одно ухо глухой человек. То есть нужно кричать по очереди в оба уха, чтобы человек услышал. Человек может кивать, соглашаться и говорить: да, конечно, там, ты права, ты прав. А по факту до человека не доходит, да, потому что одно ухо глухое, тугое, и туда информация не попадает. Не бойтесь, либо не стесняйтесь, либо потратьте время, повторяйте, проговаривайте по несколько раз. И желательно даже вот становиться то по правую сторону, то по левую сторону. Возможно, это поможет побыстрее донести информацию, либо вложить правильную информацию в голову этому человеку. Кстати, да, еще может быть такой момент, что у человека проблема с ухом будет, да, там воспаление, не дай бог, там, либо что может быть еще, серная пробка может быть, запросто может быть. Если человек будет жаловаться, что вот у меня ухо болит, дайте совет, как можно скорее попасть к специалисту. Не знаю, как они сейчас правильно называются. Раньше это был ухо, горло, нос. В разных странах, понятно, по-разному, наверное, называется. Вот к такому человеку нужно пойти. Там быстренько все проверят, почистят, либо выпишут хорошие капельки, таблеточки, да, и человек пойдет на поправку. Так, дальше. Какую-то ношу на себе вы несете, и несете уже давно. Вы к ней так привыкли, она вам уже родная, эта ноша.
И я вижу с понедельника эта ноша, она как будто бы легче станет, легче, в разы легче. Вы прям почувствуете. И у вас такое ощущение, что какая-то потеря, да? Почему моя ноша стала легче? Я что-то потеряла? А может быть, у меня украли? А на самом деле я вижу, что высшие силы облегчают вам путь. Ну, буквально, да, с вас вот это ненужное снимают. Снимают там по какой-то одной проблеме, либо по одной ситуации, но вы прям это почувствуете. И да, не ищите проблем там, где их нету. Да, кое-что поменяется. Но это не значит, что это плохо для вас. Наоборот, в данном случае это лучше для вас, легче для вас. Так, у кого были проблемы с работой, либо на работе, ну, допустим, тяжело работать, нет сил, вы устали, вы, ну, замотались, да, может быть, там клиент не идет, покупатель не заходит, может быть, большие там какие-то объемы работы были, либо наоборот, просто приходили и время убивали, тратили, а оно еще тяжелее, чем работать, да, когда просто нужно потратить время. Смотрите, на работе у вас буквально какой-то вот прям праздничный такой период, вы чему-то прям будете ходить и радоваться, вам будет так приятно на работе, либо работать будет очень приятно, может стимул появится, может мотивация придет, может там клиент пойдет, покупатель пойдет. И интересная работа, да, интересный проект, интересное задание. Либо вам скажут, вот сделаешь эту работу, проявишь себя, мы тебе там зарплату повысим. Либо там перевод оформим, там карьера у тебя начнет двигаться. Но вот прям энтузиазм, праздничный период, вы с удовольствием работаете, занимаетесь своим делом и чувствуете себя очень комфортно. Тьфу-тьфу-тьфу. Не знаю, как кому, а мне такое предсказание точно не помешает. Так, дальше. Вот у кого-то вопрос с отдыхом решится. Отдых. Может, вы планируете, либо никак не можете придумать, куда бы вам поехать, где бы вам отдохнуть. Может быть, вот как один партнер хочет на море, другой хочет, там, не знаю, в горы, в лес, на дачу. Как, знаете, разные полюса. Может быть, вы хотите, допустим, поехать отдохнуть в хорошем отеле, там, all-inclusive, все дела, а цены такие, что просто страшно. Или, может быть, опять же, нестабильная, неспокойная обстановка в мире, и куда-то ехать тоже как-то, знаете, сомнительно. А вдруг там застряну, вдруг там то, сё. Ну вот много вопросов, и вроде... Отдыхать надо, и голова кругом идет. Смотрите, с понедельника вам буквально сама судьба подкинет очень классный вариант, возможно, не один вариант, в котором, например, партнеры сойдутся, либо вариант, который вот беспроигрышный, вариант, который без лишнего риска, но с хорошим исходом. Вы, пожалуйста, воспользуйтесь этим вариантом, и тогда ваш отпуск пройдет на славу, действительно отдохнете, и не будет нервотрепки, и как-то у вас прям все пройдет гладко, идеально, и хорошо вам будет, отдохнете по-настоящему. Вот сама судьба подкинет вариант. Что это будет, я не могу сказать, но вы сами потом поймете. Дальше показывают человека, к лошади присматривается. Пока только присматривается. Не залазит на нее, не подходит к ней, присматривается. А может, это лошадь к человеку присматривается. Такое тоже может быть. Я так скажу, это не случайная картинка. И здесь какой-то очень глубокий смысл, который проиграется чуть позже, возможно, в следующем месяце. Допустим, вы можете пойти на интервью, да, на собеседование. Может быть, вы подумаете, что, ну, не знаю, там сомнительная какая-то контора. Может быть, вам особо ничего такого не ответят, просто прособеседуют, да, и вы уйдете. Ни привета, ни ответа. Может, вам кто-то скажет, что вот есть какая-то там фирма N, она набирает людей. Может быть, еще что-то, как знакомство, да? Вот человек смотрит на лошадь, лошадь смотрит на человека. Это как знакомство, первое знакомство. Но дальше будет больше. Вот мне идет, что в следующем месяце, скорее всего, лошадка вас покатает. Ну, либо вашего близкого человека. Это может быть как и про вас, так и для вашего близкого человека актуальная информация.
Дальше показываю человека, который свои слова начнет назад брать. Некий человек некоторое время назад наговорил вам много всего разного, плохого, обидного, несуразного, может быть, вообще оторванного от реальности. И, возможно, у вас все очень плохо с этим человеком сложилось. А теперь человек начал понимать, да, что все-таки вляпался, да, что упал в грязь лицом, что говорил то, что нельзя было говорить, то, что вообще к вам не относится. И вижу, что человек с понедельника, прям буквально с понедельника, будет стараться как-то с вами пересечься, пообщаться для того, чтобы свои слова забрать обратно. Ну, возможно, вы не захотите этого, возможно, для вас это, ну, как-то дело сделано, да, вопрос решен, и назад вы не оглядываетесь. Но, тем не менее, человеку прям архиважно добиться вашего понимания, прощения и принятия. Ну, может, человек объяснит, скажет, я не в себе был, да, меня там укусила какая-то муха злая, заразила меня негативом, и вот я там тебе наговорил. А может, человека подставили, там, человека накрутили и к вам подослали. Ну, разные могут быть причины. Я не оправдываю, я просто говорю, что человек все понял, осознал. Человеку больно и страшно от того, что он натворил, либо она натворила. И теперь пытается все свои слова забрать обратно. Вот как-то так идет. Еще, мои хорошие, ближе к венцу показывают кенгуру. Да, это кенгуру. И это кенгуру вот так вот сумку свою открывает. И я так понимаю, хочет, чтобы вы туда запрыгнули. Кто-то очень сильно захочет позаботиться о вас. Либо будет предлагать свою заботу. Кенгуру слева, вы справа стоите. На самом деле вам это, наверное, не нужно. Либо это будет лишним, чересчур. Но с другой стороны, с человеком не нужно портить отношения. Поблагодарите. Ну, либо позвольте себя немножко в этой сумке кенгуру покатать, но знайте меру. Потому что человек, ну вот, знаете, как мне идет, что человек таким образом ищет себе кого-то, с кем вот я могу нянчиться, при этом вы будете действительно в положении несмышленого ребенка, да, которого нужно нянчить и носить, значит, в своей сумке. Предложение хорошее, но желательно отклонить. Ну, особенно если вы взрослый и самостоятельный человек, вам это ни к чему. И еще, если вдруг вы вот пара, да, парень с девушкой, либо муж с женой, и муж говорит, слушай, дорогая, ну, я неплохо зарабатываю, либо я смогу нас обеспечить, ты давай-ка, типа, дома посиди, а я, типа, все сделаю. Тоже не соглашайтесь, потому что вас на вашей работе, либо вас в вашей деятельности звезды ждут. Звезды, понимаете, достижения, свершения, карьера. И это даже не для денег, а это именно для вас самой, для вашего развития. Не соглашайтесь. Вот такой совет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.